Добрый день, дорогие зрители! Предлагаем вашему вниманию Нурлу Дәстүр Талбисык в рамках специального проекта «Дәстүр город» из цикла «Продолжение традиций предков». У каждого народа свой образ жизни, быт, обычаи и традиции. Необходимо знать традиции и обряды своего народа, сохранять их и передавать из поколения в поколение. Но некоторые традиции все же забываются, поэтому такая программа важна для сохранения наших традиций для нашего будущего поколения. Один из самых значимых предметов быта казахского народа был бесык, детская люлька. Бесык имеет большое духовное значение. Это неизменный символ родной земли, нежные объятия матери, воспитание. Бесык у казахов ассоциировался с началом новой жизни, поэтому к нему относились особенно бережно и никогда не выкидывали. Его нельзя сжечь. Считается, что род человека может на этом прерваться. Не допускается, чтобы пустой бесык валялся под ногами. Если бесык не использовался, то его подвешивали над дверью дома. Отслуживший свой срок бесык передавался другим новорожденным. Мастера украшают бесык резьбой, красивыми узорами и краской, а бабушки шьют оснастку из красивых тканей и ленточек в купе. Это смотрится очень красиво и привлекательно. Автор одного из бесыков Жуканов Дулат Алимкулович родился в селе Карабулак 23 июля 1963 году. Во время экспедиции по Шацкому району в селе Акшатау мы побывали у Дулата Алимкуловича, где нам были показаны все его творения из дерева. Автор второго бесыка – учитель технологий школы номер 7 города Каражал Ибрагим Курмет. Ибрагим Курмет занимается переработкой дерева, создает колыбели, сундуки, казахские низкие столы и раздвижные обеденные столы. Автор заказанных необходимых комплектов для колыбели – жительница Жанаркинского района Аштаева Каламкас Бисимбаевна. Аштаева Каламкас родилась в Жанаркинском районе в селе Актау 13 июля 1972 году. На сегодняшний день занимается пошивом национальной одежды и изделий. Искусство шитья Каламкас передалось от покойной матери. Она была мастером своего дела, создавая сырмаки и вырезая узоры. Перед тем, как укладывать ребенка в бесык, проводился обряд бесык-кирду – прижигание колыбели. Чаще всего его проводила бабушка, которая брала раскаленное железо и прижигала все части колыбели. Также выполняли обряд бесык-сырыктау. По сути, поджигали пучок травы, можжевельника или другого благовонного растения, и дымом опять-таки бабушка обрабатывала бесык. Казахи всегда были суверенным народом. Они верили, что обряд убережет ребенка от происков шайтана. С практической стороны этот обряд можно объяснить тем, что дым обрабатывал дерево, из которого сделана колыбель, в результате чего гибли мелкие насекомые. Также грели соль и обрабатывали ей бесык. На ручке бесык-белагаш подвешивали пучок совиных перьев или коготь волка. Воспитание начиналось с самого рождения. Бесык-жыры – традиция, уходящая далеко вглубь истории. Содержание бесык-жыры были просты по форме, но глубоки по содержанию. Песня была своеобразной дверью в большой мир. Она не только веселила и успокаивала малыша, но и воспитывала.
уложив кроху в колыбель, ее накрывают разными семейными вещами, несущими особый смысл. Например, шуба и другие меха означают символы богатства и высокого положения в семье. Лошадиная уздечка предполагает пожелание мальчику стать сильным и ловким. Девочкам же кладут зеркало и расческу, чтобы она выросла красавицей. Почетную гостью, которая укладывала малыша в песок, одаривают ценным подарком. Всем остальным женщинам и девушкам дарят платки и отрезы ткани, чтобы у них в доме праздновался обряд, связанный с рождением младенца. Дорогие зрители, в течение нескольких минут мы попытались рассказать вам об одном из самых важных предметов казахского быта – бесыке. Спасибо за просмотр. До новых